Слово для приветствия предоставляется исполняющей обязанности главы муниципального образования «Артемский наследник» Максимовой Акулине Иннокентьевне. Уважаемые гости, дорогие жители наследия и молодое поколение. От имени муниципального образования «Артемский наследник» примите искренние поздравления с государственным праздником, с Днем Республики. Сегодня мы собрались здесь, в стенах Николаев-центра, неспроста. Актемцы со времен Тывина до сегодняшнего дня – это место инноваций и новых подходов. Именно здесь была открыта первая школа Хангаласского улуса в 1874 году. И эта школа дала дорогу многим именитым личностям, которые боролись, добивались за права и развитие жителей Якутии. В начале 20 века центром западно-Хангаласского улуса был Актемский наследник на земле Эгебаа. Сегодня Актемский наследник является центром сосредоточения на селе образовательных, научных, туристических ресурсов. Здесь построены самые современные школы. Актемская средняя школа имени Панкратия Ивановича Шадрина построили благодарные выпускники, задав новый формат меценатства. Научно-образовательный центр имени Михаила Ильича Николаева – это центр подготовки инженерно-технической интеллигенции. Выпускники поступают в ведущие технические вузы. Новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук Республики Саха-Якутия не просто учебный корпус, а уникальный образовательный центр для детей со всей республики. Без преувеличения, это здание одно из лучших не только в масштабах Якутии и Дальнего Востока, но и всей страны, оснащенной высокотехнологичным научно-исследовательским оборудованием. Ежегодно здесь проходит обучение около 10 тысяч детей. Кузница сельскохозяйственных кадров Республики, Актемский филиал Арктического государственного агротехнологического университета. За годы существования филиала выпущено более 1500 специалистов сельскохозяйственного направления. В Актемцах построена каменная больница, которая работает с упором на профилактическую медицину. Туристический сектор Актемского наследия претендует стать крупным туристическим центром с богатым историческим наследием. Это ресторан с культурно-этнографическим комплексом Артодойду, самый северный зоопарк Артодойду, развлекательные площадки для активного отдыха, Актем-парк и многое другое. Идеи и пожелания, воли, надежды и спокойствия Михаила Ефимовича – это развитие села. В течение своей работы Михаил Ефимович инициировал проекты для развития родного улуса, такие как «Три долины», «Трехлетие труда и самозанятости в Хангаласском улусе». Как мы знаем, вырабатывалось во многочисленных встречах Михаила Ефимовича Николаева с главой нашего района, выступлениях перед тружениками крестьянских и фермерских хозяйств, предприятий и организаций, учреждений и в беседах со своими земляками. Михаил Ефимович стремится всегда к конкретным делам, выдвигает новые идеи, его мысли устремлены в будущее, вдаль времени, и каждый раз он задается вопросом: как будет развиваться Актемский наследник, долина Эркени, республика в целом в 21 веке? Каковы будут пути достижения благополучия и черты цивилизационного развития? Как нам дальше жить без бедности? Этими вопросами должен задаваться каждый неравнодушный житель. Во многих своих выступлениях Михаил Ефимович затрагивает вопрос научного подхода, отмечает, что Актемский наследник должен развиваться на научной основе, где сосредоточены все условия от дошкольного учреждения до университета. Здесь эффективно взаимодействуют наука и сельское хозяйство, образование и техническое направление. Актемцы имеют все перспективы стать спутником города на пути к прорывным изменениям, ядром до развития Эркени. Само время показало, что пришло время нового облика села, гармоничного развития инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, духовное, физическое развитие сельских жителей. Новый облик села – это прорывное развитие всей республики. Открытие дирекции развития долины Эркени – это стремление к новым изменениям, это готовность жителей к новым переменам.
Позвольте призвать вас, жители Артемского наследия, к единению, сплоченности и помнить о том, что мы живем, учимся и работаем на родине первого президента Республики Саха-Якутия. Хочу завершить свое выступление теплыми словами напутствия Михаила Ильича Николаева из статьи «Слово к молодежи». Вместе учитесь, трудитесь и облагораживайте каждый уголок нашей бескрайней земли Якутии, Саха-селяне. С Днем Республики!